Я бы сказал, где-то $200. А ты каждый день работаешь? I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments, they don't leave out. Было свыше 120, мне кажется, аппликантов. В общем, это место, где я работаю. Самые интересные моменты — это именно летние работы. У нас проживает более 7000 студентов. Во Флоридском было, я бы сказал, 35 000, а здесь 25. Мне удалось занять первое место и поднять кыргызский флаг, так скажем, на пьедестал. Для меня их культура всегда была что-то вот такое интересное. Я всегда хотел посмотреть именно снутри, знаете, вот. Отправлять деньги своим родным и близким из любой точки мира стало еще быстрее и проще через систему РИА. При помощи системы РИА можно отправлять деньги в Кыргызстан прямо на М-банк. Для отправки денежного перевода нужен только номер телефона, а деньги поступят в течение 10 минут. М-банк. Переводы без границ. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Нормал к Темирбеку Джорабаеву. Он учится здесь в университете штата Иллинойс, который входит в топ-100 университетов США. Давайте заглянем к нему в гости. О, здравствуйте, добро пожаловать. Как дела? Все отлично, как доехали? Нормально, правда, ехали сюда 2 часа, немножко далековато, оказывается, от Чикаго. Я знаю, да, очень довольно-таки далеко находится. Это студенческий городок, называется Нормал. Вы, наверное, уже сказали своим зрителям. Да. С кем ты здесь живешь? Как вы можете заметить, вот кыргызский флаг. Здесь также живет мой друг, мой приятель из Кыргызстана. Да, супер. Здесь нас только двое. Вдвоем? Да, нас только двое. Здесь наша кухня, в основном, знаете, готовим по очереди с другом, когда как, да, то есть бывает, если я свободен, я приготовлю, да, то есть А у что него, обычно готовите? так как я США, я в основном готовлю плов. Классно. Плов или курдах. Ну, иногда бывает, что суп нужно тоже приготовить. Ты говоришь, готовишь. Очень интересно, сколько ты тратишь в месяц на продукты? Знаете, это зависит. Допустим, я бы сказал, где-то $200. Месяц? Да, в месяц. Вау. Это получается $200 с человека? Да, с человека. Мы обычно с другом, знаете, делим. Где-то мы ездим в крупную grocery market, то есть как глобус в нашем Кыргызстане, вот как Фрунзе, гипермаркет. И мы покупаем очень довольно большие тележки продуктов, все ставим в холодильник и готовим, да, то есть, и в принципе хватает на месяц. Супер. Да. И смотрите, в общем, мы уже подошли к самому такому интересному, да, как выглядит комната студентов, знаете, вот, которые учатся в Америке. Здесь, в общем, моя комната, где я провожу время. Здесь, как вы можете заметить, это такая моя рабочая атмосфера. Здесь сижу, делаю уроки, работаю. Вижу, что у тебя там стоит в углу гитара, ты играешь? Да, я на самом деле играю на гитаре, мне кажется, с класса 11-10. Научился через YouTube, кстати. Просто сидел, смотрел, как играют остальные люди и учился. И в принципе... Можно сейчас что-нибудь сыграть? Может, короткое, очень короткое? Давайте просто покажу, что я могу... Давайте снова. А как много здесь кыргызов вообще? Честно говоря, мы здесь встретили, мне кажется, ближе к 5 еще ребят с Кыргызстана, которые здесь учатся. Именно в твоем университете? Не, в моем университете учится, я знаю одну девочку, и здесь есть еще по соседству другой университет, это уже более такой частный. Где Как там называется? Wesleyan University. Так, там учатся уже 3 кыргызов. Такой очень интересный вопрос. Сколько ты платишь в месяц за аренду этого жилья? Знаете, выходит $500 с каждого, то есть в итоге $1000, и плюс сверху коммунальные услуги, плюс-минус там $100-150. Отдельно, да? Да, отдельно. Сейчас давайте пройдем наш кампус, посмотрим красивые локации. Знаешь, здесь такое серое здание, немного не внушает доверия. Скажи, пожалуйста, тут вообще безопасно? В целом, так как наш город такой студенческий, то здесь всегда патрулируется полицейскими, как нашим университетом, так и городской полицией. И поэтому здесь полностью безопасно.
То есть при вашем университете есть своя полиция? Да. У нас очень много департаментов, есть даже пожарные, которые в любой момент могут прийти и помочь человеку, который нуждается в помощи. Классно. А за 2 года вот здесь ты встречал какие-то критические ситуации? Знаете, я помню, как это был, наверное, такой более забавный случай, то, что некоторые ребята повздорили, или даже кто-то был пьяный, и решил проверить, и нажал. И то есть весь кампус был в сиренах, и поэтому приехали очень много полицейских, разных пожарных машин, то есть это было прям вау, да, то есть я офигел, как за 2-3 минуты могут приехать вот столько структур. А ты каждый день работаешь? Да, конечно, с утра, как обычно, вот с 9 до 3. С 9 до 3. Как ты совмещаешь учебу с работой? Мне кажется, человек, который управляет своим временем хорошо, знает, да, тайм-менеджмент, может успевать во всем. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Скажи, пожалуйста, какие у тебя обязанности? Ты, получается, ассистент директора Да. по... Жилищным объектам. Супер. Что ты делаешь? В основном мои обязанности входит то, что я управляю проектом, именно связанные более со строительством, с какими-то модификациями наших зданий. Также это... Здание университета, верно? Да, конечно. Но у меня больше, знаете, вклад именно на наши общежития, наших студентов. У нас проживает более 7 тысяч студентов в общежитии. Это очень много. Это очень много, да. У нас вокруг кампуса находится как минимум 6 зданий, где живут студенты. Получается, над этим проектом я всегда и работаю. Такой вопрос. Сколько тебе платят за твою работу? Я так понимаю, ты учишься здесь бесплатно, как раз-таки благодаря своей работе. Да, Расскажи конечно. об этом. У нашего университета есть такая программа, как Graduate Assistant. То есть ты подаешь на эту программу, и, естественно, там не каждый может получить, да, так скажем, свою заветную эту работу и свой грант. Благодаря тому, что я смог получить свой грант, я учусь бесплатно. В месяц мне платят $1500, и то есть я не думаю об оплате своей учебы. Скажи, сколько стоит контракт в этом университете? Ты учишься на магистерской программе? Да, конечно. Контракт стоит $25 000 примерно. То есть... Это без учетов скидок и так далее? Без учетов скидок, да. Полностью $25 000. И я очень рад, что смог, знаете, вот, получить этот грант. И сейчас я вообще не думаю об оплате. Потому что я вижу, как многие студенты, к сожалению, за то, что не могут получить скидки или какие-нибудь гранты, им приходится дополнительно работать, да, то есть сверхурочно, там, где-то нелегально зарабатывать. Вот, слава богу, я насчет таких моментов не думаю, у меня все прекрасно. Среди скольки человек себя выбрали на эту позицию? Как мой начальник рассказывал, то, что у него было свыше 120, мне кажется, аппликантов, то есть людей, которые подали на эту работу. И он сделал свой анализ и выбрал среди них, так скажем, самых лучших 10. Ты у него спрашивал, почему он тебя именно выбрал? Он мне сказал то, что ему понравилось, как я общаюсь с людьми, как я умею находить общий язык, потому что моя работа также связана с умением общаться с людьми с разных департаментов. Правильно, да. К примеру, мне приходится общаться с 10 департаментов нашего университета, куда входит и полиция, строительный менеджмент, куда входят финансы. То есть со всеми мы должны, знаете, регулировать какие-то вопросы для того, чтобы прийти к одному и начать, так скажем, наши проекты. Как вы видите, вот проезжает автобус в нашем городе для всех студентов полностью бесплатно. Мы используем наши такие карты, благодаря которым наш университет оплачивает, и то есть мы вообще не задумываемся об общественных транспортах. Как вы знаете, во многих больших городах людям приходится платить как минимум в день там, $10-15, да, то есть это варьируется, конечно, от самого города. К примеру, здесь мы вообще не задумываемся об оплате. Наш университет полностью спонсирует общественный транспорт. В общем, это место, где я работаю, это наш ресепшн. Как вы можете заметить, здесь находится, так скажем, уголок знаменитостей, которые приходили, были связаны с нашими рабочими атмосферами. Да, и здесь находятся наши какие-то проекты, в общем. А над какими проектами ты сейчас работаешь? На данный момент я работаю больше строительными проектами.
мы договоримся с локальными компаниями для того, чтобы с поставкой материалов, каких-либо вещей, для того, чтобы организовать нашу работу. Строительные работы в основном, да, связанные с общежитиями. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Hey, on your mark, get set, go. Always got my Много ли doors студентов здесь работают именно в твоем офисе? Около 15 студентов. То есть кто-то помощник директора, кто-то помощник менеджера, кто-то помощник по финансам. В общем, довольно-таки много студентов. И такой вопрос. Все эти студенты являются студентами магистратуры, верно? Нет, у нас довольно-таки, знаете, разнообразная такая культура, потому что у нас есть и студенты бакалавра, и магистра, и есть даже кто делает докторантуру. То есть и у тех есть возможность вот так вот работать и получать scholarship, да, так сказать? Насчет сколоршипа только магистры, люди, кто учится на магистратуре. А кто учится на бакалавриате, у них, к сожалению, нет такой возможности. Они могут только работать за деньги, и все. Ага, понятно, то есть им просто платят. Да, конечно. always had the sauce like pesto. Fresh pair of retros, you know I gotta get those. On our way to the top, let's go. Now we in the room with the ghost rubbing elbows. We'll hop on any beat. Добро пожаловать на мой этаж, где находится мой офис. Здесь мы можем увидеть офис моего начальника. На данный момент он на встрече. И здесь уже находится мой кабинет, мой личный Круто, кабинет. здесь даже твое имя. В общем, вот такой вот маленький офис, довольно-таки небольшой, но постарался его обустроить. Здесь мои находятся... Что это такое? Я получил этот сертификат из-за того, что я скоро заканчиваю магистратуру. И мои коллеги поздравили, тем самым, знаете, вот, сделали такие росписи. Поздравления сделали, да. Если вы заметили, в нашем городе вообще невозможно увидеть голубей, потому что именно эта красная птица, она является хищной, она съедает их. Поэтому, Уже съела всех, получается. можно сказать, да, почти всех съела, поэтому наш университет талисман является эта птица, которая обитает именно в нашем городе. Я вижу, у тебя здесь есть whiteboard, то есть доски. Так как часто ты их используешь, почему-то белая у тебя пустая, ты уже закончил все свои проекты? Да, буквально неделю назад мы закончили один проект. В основном она у меня обрисована, как можете заметить, там последний, да, то есть мы сюда расписываем какие-то названия материалов, пишем какие-то планы на будущее, то есть и когда мы заканчиваем, просто я обычно стираю их. Но здесь я обычно храню именно необходимые документы, связанные, вот, допустим, этажную планировку наших зданий. Здесь тоже этажные планировки. Здесь, допустим, будущие проекты, что мы планируем делать на лето 2023 год, сколько мы потратим, что мы именно конкретно будем модифицировать или что-то менять. Расскажи, пожалуйста, про особенности своей работы. Работал ли ты с какими-нибудь крупными компаниями? Самые интересные моменты – это именно летние работы. Почему? Потому что многие студенты разъезжаются на каникулах, и мы начинаем работать более серьезными проектами, такими как строительные проекты, модификации, ремонтные работы. И в прошлом году, допустим, у меня был случай, что я работал с представителями Siemens. Это очень большая крупная компания, которая производит разные технологии, бытовую технику, да. Но помимо этого они еще занимаются тем, что помогали с электропроводкой. Именно как грамотно обустроить электропроводку в зданиях для каких-то критических ситуаций, чтобы было удобно, знаете, что-то отключить, что-то включить, что-то поменять, заменить без каких-либо проблем. Ты вот заканчиваешь университет совсем скоро, буквально, можно сказать, на днях. Если бы у тебя была возможность остаться на этой работе, сделал ли бы ты это? И почему? Да, конечно, я бы это сделал, потому что, учитывая, какая нынешняя экономика в Америке, многим ребятам очень тяжело получить работу. И, конечно, я бы остался. Но так как эта программа только позволена для студентов магистра, к сожалению, я не могу оставаться здесь на долгие сроки. Long as it's R&B and hip hop, no techno. Listen through my voice through these headphones. When I scream ISO, let it echo. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Так, Марьям, как вы можете заметить, здесь находятся на парковке наши служебные машины, именно нашего департамента. То есть я могу в любой момент воспользоваться одной из этих машин, но, конечно, это должно быть связано по работе. Добро пожаловать в медицинский центр «Новомед». Наши услуги предлагаются на разных языках. Центр работает в двух основных направлениях, как лечебный диагностический центр и гинекологический центр. На прием можно записаться по телефону или на сайте. Доверьте здоровье профессионалам.
И это начало нашего кампуса. Как вы можете заметить, сзади нас находится именно департамент бизнеса. Здесь учатся будущие предприниматели. Кстати, помните насчет кнопки? Вот это вот находится станция. Кнопка вызова, да, emergency? Да, если вдруг кому-то стало плохо или какая-то критическая ситуация, вот как мы знаем, в Америке, к сожалению, очень много шутингов, то есть когда расстреливают, обстрелы, да. И вот эти кнопки помогают людям, то есть быстро нажимают, и здесь буквально приезжают абсолютно все структуры безопасности, там, начиная от полицейских, заканчивая медструктуры. When it come to chats, we don't take none. Badman Jamaica, Trinity global sensation. Mob until the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag, rude gal shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mob until the day come, yeah, till the day come. And the day came, still thumbing through the night, chance of light rain. I guess I really gotta show you about this Trinity King. I guess this is how. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. В целом наша семья является полностью педагогами, кроме моего отца. Он инженер и часто предприниматель. К примеру, моя мама, она кандидат наук по кыргызскому языку и кыргызской литературе в БГУ. А отец, он инженер и долгие годы сотрудничал с американской военной базой в Кыргызстане, пока она существовала. И на данный момент он занимается больше недвижимостью и строительными проектами. А в какой школе ты учился? Я учился сейчас в моей школе, одна из тоже таких именитых школ в Бишкеке, несмотря на то, что это государственная. В школьные годы чем ты занимался? Может быть, каким-то спортом увлекался? У меня на самом деле очень такая богатая история, если говорить про школу. Я постоянно выступал на сцене, занимался спортом. Каким? Тэквондо, к примеру. Я стал чемпионом мира в 2012 или 2013 году. Я уже точно не помню, потому что это было очень давным-давно. Где проходили соревнования? Эти соревнования проходили в Южной Корее, где участвовали более 60 стран. И мне удалось занять первое место и поднять кыргызский флаг, так скажем, на пьедестал. Скажи, пожалуйста, когда ты учился в школе, кем ты хотел стать? Что тебе было интересно? Изначально с 9 по 10 класс, когда вот многих школьников спрашивают, кем они хотят стать, я всегда думал, что стану экономистом. В первую очередь, у меня отец всегда говорил, что нужно правильно уметь обращаться с деньгами, управлять деньгами, да, то есть это немаловажный, навык в жизни. И поэтому я планировал стать экономистом. Но так получилось, что в период 10 класса один из моих братьев, который учился в Германии, он прилетел в Кыргызстан, и мне было интересно чисто спросить у него. Мы задали с отцом такой вопрос: вот если повернуть время назад, то на кого бы он поступил? Потому что на тот момент он уже учился на экономиста. И он сказал, что выбрал бы профессию IT. И он закрепил тем, что так как это 21 век, век технологий, когда все развивается буквально каждый день, да, очень идет продвигаться во всем мире. И поэтому он бы выбрал бы IT, так как это одна из самых немаловажных профессий в будущем. И тогда я понял что почему бы нет. Мне нравится математика, я люблю информатику, и можно это совместить, знаете. И поэтому я выбрал профессию программиста. Куда ты поступил после 11 класса? Такая история, что изначально планировал также улететь в Германию, как мои братья. Но в связи с тем, что в 2016 году было очень много мигрантов и было небезопасно находиться в Европе, я подумал, так, что будем делать? Родители беспокоились за меня, а нужно было уже решать. И тогда отец меня повел в АВЦА. Американский университет, такой американский уголок, где очень потрясающе выглядит внутри. И находясь внутри, я буквально себя чувствовал в другом мире. Я сразу захотел поступить именно в АВЦА. Я начал подготовку, но на тот момент была проблема что мой английский был очень плохой. До этого я, можно сказать, 1,5 года изучал немецкий, так как готовился именно к Германии. Но так как буквально в последний момент все поменялось, пришлось уже готовиться к Америке, да, так скажем, американскому университету. И за полгода я начал изучать английский с нуля, и, слава богу, смог поступить. Было ли сложно учиться на факультете software engineering, да, то есть программирование? Как мы знаем, в АВЦА один из самых тяжелых факультетов — это экономики и software engineering, да, то есть программирование. Да. И прикладная математика. Прикладная математика, да. Было невероятно тяжело, потому что, скорее всего, я понимал, что такое, что представляет из себя программирование, но в деталях, конечно, не имел понятия. Не было представления. Да, не было представлений. И я очень много сталкивался с проблемами именно в решении задач, именно сложных задач, как правильно решать, как правильно программировать. Но, несмотря на это, нас изначально было 100 человек,
Под конец мы закончили буквально 17-18 человек. When you from the island, man, so I took a flight to Tobago, FOG down, man's on the ends, Londonville. Расскажи, пожалуйста, немного о своем кампусе. Да, конечно. Университет был построен в 1857 году, и уже более как 150 лет он существует. И, как мы можем заметить, это центр нашего кампуса, где люди, студенты после своих занятий приходят отдыхать, кто-то играет, кто-то просто лежит и загорает. В общем, занимается своими делами. Такой вот американский вайб. Remo with a schemer and a beamer with the T down. And she wanna know me, tell me, baby, what you need now. A little buddy. Bubble up your pop, mix the curry, go dummy. Whole fam, ice on no funny. From the Ville to the Ville, shout out Teddy, that's the Tuggy. Still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Shit. Badman Jamaica. Trinity global sensation. Mobbing till the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, baddie gon' shake some. Green, yellow, black flag, rule, gal, shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Во время учебы в АУЦА ты работал? Да, конечно. С первого курса я был преподавателем в частной школе по программированию. Я работал на частную компанию, которая сотрудничала со школой. И после того, как я изучил, как работает IT-компания снутри, я решил через год, уже на втором курсе, обосновать свою IT-компанию. Мы занимались разработкой приложений, разных программных обеспечений для локальных компаний, для того, чтобы улучшить их бизнес. Как ты решил уйти именно в ПМ, проектный менеджмент? Я осознал такую вещь, что когда я руководил своей IT-компанией, я осознал то, что мне нравится больше работать с людьми, общаться, коммуницировать и строить отношения, чем сидеть за компьютером долгое время и программировать. Я осознал то, что я не прям такой сильно усидчивый. Мне нравится больше коммуницировать с людьми. Очень интересно, почему ты выбрал для магистратуры именно США? Знаете, я бы хотел сказать то, что вот именно США в моей жизни было связано с моего детства. Как я говорил, мой отец работал в военно-американской базе на протяжении 14 лет. И поэтому часто на какие-то мероприятия, именно связанные с американской культурой, мы посещали, мы видели, как люди общаются с друг другом. Для меня их культура всегда была что-то вот такое интересное. Я всегда хотел посмотреть именно снутри, знаете, вот, полететь в эту страну, увидеть. Конечно, изначально не было такого цели, когда я учился в школе, то, что я буду учиться в США. Но я всегда понимал то, что я все равно когда-нибудь приеду сюда. И планы были, в принципе. Да, планы всегда были. А именно эти планы загорелись, я бы сказал, с третьего курса, как раз когда началась пандемия. Я год изучал популярных блогеров, которые живут на тот момент, которые жили на тот момент в США, да и до сих пор живут. Смотрел за их контентом, изучал заранее, делал анализ, как люди вообще живут в США, каково им, знаете. И уже посмотрев многие такие познавательные ролики, я уже решился, а почему нет? Мне нужно продолжить магистратуру в США. А как ты выбрал этот университет? В США же очень много университетов. Да, очень много, более 3500 университетов, но я выбирал, скорее всего, по рейтингам, знаете. Это, кстати, очень здорово, то, что тебе было не все равно. Да. Я знаю то, что многие студенты, к сожалению, лишь бы подают, лишь бы куда-то поступить, чтобы получить визу. А у меня был больше акцент посмотреть, какой университет более такой перспективный и занимает ранг. Допустим, мой университет входил на тот момент в топ-100 США. А куда ты еще подавал? Я подавал на тот момент Орегонский университет, Флоридский, университет Флориды и Бостонский. И среди них я прошел во все. У меня был конкретный выбор между Иллинойским и Флоридским, потому что они оба предложили скидку, но я в размере 40%. Но в целом, какая сумма контракта без скидки? Во Флоридском было, я бы сказал, 35 тысяч, а здесь 25. Естественно, то есть по финансовым отношениям мне полностью понравилось именно то, что вот в Нормале находится Иллинойский государственный университет. И я смотрел остальные, знаете, перспективы в плане того, что здесь очень безопасный город. Как я отметил, это студенческий городок с населением 80 тысяч людей.
где 1/4 часть это студенты. То есть более 20 тысяч это население, это студенты. Вы знаешь, очень интересно то, что на данный момент ты же учишься бесплатно, получается, работаешь, у тебя Graduate Assistance Program, да, который это тебе позволяет. А когда ты вот сюда ехал, ты знал, что будет такая возможность подать на эту программу, или ты, в принципе, был готов как бы оплачивать свой контракт? Знаете, когда я подавал, на самом деле, я, оказывается, хорошенько не знал то, что существует такая программа, но я понимал то, что здесь есть гранты, здесь есть какие-то возможности для того, чтобы получить 100% скидку. То есть конкретные исследования ты не делал, ты был готов платить? Я был готов платить, потому что получил 40%. Я подумал, окей, на данный момент хорошо, но я все равно сделаю так, чтобы получить 100% после первого семестра. Ну и что я сделал? Очень интересно услышать про application process, то есть это процесс подачи заявки. Что ты сдавал, какие экзамены? Как мы знаем, самый популярный экзамен, который необходим для каждого университета во всем мире, это TOEFL. IBT или IELTS, без разницы, то есть я получил 102. А какой здесь проходной балл, который считается хорошим? Самый проходной балл это, мне кажется, стандартный балл это 70 или 80, вот что-то между этим. У меня было 102, это очень хороший балл. И помимо этого, они просили собрать рекомендательные письма, отправить резюме для того, чтобы убедиться, что этот кандидат действительно подходит к их учреждению. Мой бакалавр был software engineering, то есть я учился на программиста, да. Но, как я до этого отмечал, то, что мне не сильно понравилось прям сидеть и программировать, кодить. Я понял то, что я более такой экстраверт человек, мне нравится общаться с людьми. Так как у меня был опыт уже в управлении IT-компанией, я решил, а почему бы нет и не продолжить в сфере проектного менеджера в IT-сфере. И то, что я сделал, то есть я подал и начал учиться, и у меня очень прекрасно пошло, потому что с первых же дней я начал показывать довольно хорошие результаты, и мой GPA 4.0. Какие курсы ты здесь изучал во время учебы? Знаете, в основном курсы связаны, как управлять проектами, как правильно строить план, как, скорее всего, управлять временем. Самый запоминающийся курс, который остался у меня в голове, это управление данных, то есть data analyzing. Да? Мы изучали, как правильно управлять данными, как через данные можно сказать, построить будущие ваши прогнозы для каких-то компаний, организаций, благодаря чему можно определить, в какой момент можно что-то изменить, что-то поправить в компании, также увидеть их убытки, их профит, что они заработали за последние годы, и тем самым делать какой-то вывод. Как ты думаешь, какая разница в обучении в университете в Кыргызстане и здесь? Может быть, назовешь 3 ключевых каких-то? Да, конечно. В Кыргызстане, не во всех университетах, я бы, наверное, так сказал, теория закрепляется практикой. Здесь чаще всего больше акцент ставится на практику. К примеру, мы во время учебы что-то изучаем, и нам сразу же дают практику. Говорят, вот попробуйте это сделать. Вот вам дана программа, сделайте вот так, сделайте так. И то есть самое интересное то, что они дают безограниченные возможности. То есть у тебя есть 24/7 библиотека, у тебя есть разный доступ к компьютерам, к разным программам, да, которые, возможно, в Кыргызстане приходится покупать, а здесь уже все, открытый доступ. То есть главное, приходи, пользуйся и получай опыт, развивай свои навыки. Очень интересно, нужно ли платить за такие удобства в университете? Есть ли какая-то, может быть, в месяц оплата? Пользоваться спортзалом, я не знаю, библиотекой? Да, конечно. Как я сказал, хоть и у меня бесплатная учеба, здесь все равно есть такие привилегии, то, что мы должны платить за услуги университета. Да, вот как вы правильно отметили, это зал, это то, что мы пользуемся библиотекой, дополнительными ресурсами, как компьютеры, знаете, компьютерный лаб. И я понимаю, почему это необходимо, потому что и так у тебя все бесплатно, а в Америке, понимаете, что слово «бесплатно» это не везде. Конечно. То есть я понимал то, что хотя бы придется платить за их какие-то определенные сервисы и услуги. И сколько уходит на это у тебя денег в месяц? Включая health insurance, это страховка жизни, здоровья, будет уходить где-то 250, в районе 250. Помимо этого, на что ты в основном тратишь свою зарплату? Знаете, в основном моя зарплата уходит на жилье и на продукты, а остальное я иногда коплю, иногда использую на какие-то экстренные ситуации, так скажем, да. Скажи, пожалуйста, помимо учебы, есть ли возможность заниматься здесь чем-то еще, да? Допустим, спортом, или, может быть, какие-то вечеринки здесь организовываются? Учитывая то, что я такой человек больше... я не люблю, знаете, такие ночные тусовки, но, да, шумные,
Здесь часто люди ходят на вечеринки, на какие-то вечерние там посиделки, ну, потому что это студенческий городок. Первый год, когда только приехал, мой американский друг спросил как-то, вот, Тима, не хочешь ли пойти куда-нибудь со мной, да? Я такой, хорошо, потому что в Кыргызстане я вот задумался, за 4 года обучения в бакалавре ни разу не ходил на какие-то ночные тусовки. Хотя, в принципе, у АУЦа тоже много было. Да, хотя в АУЦа многие ребята ходили, но я был более такой, знаете, не сказать, что скромный, но не любитель таких посиделок ночных, да, то есть я больше любил где-то с друзьями посидеть в ресторанчике, кофейне, там поговорить, да, и в спокойной атмосфере. А тут впервые такое, решил, окей, почему бы нет, да, то есть культура такая. И как, понравилось ли тебе? Было очень шумно, было, не знаю, более сотни людей в одной квартире. Там самая интересная концепция, вот как в фильмах. Я еще, когда находясь в Кыргызстане, часто смотрел американские фильмы, как студенты проводят их, как проводят свои выходные, вечеринки. Знаете, вот полностью как в фильмах, так и в реальной жизни оказалось, да. А помимо вечеринок, вот спортом можно ли здесь заниматься? Может быть, прям есть определенные какие-то спортивные секции, там, футбол, баскетбол? Здесь очень много клубов, то есть вы записываетесь в клубы, да и просто можете пойти в джим. У нас есть очень большой тренажерный зал с многими оборудованиями для того, чтобы люди могли заниматься спортом. То есть, если вы хотите, вы можете сами пойти, найти для себя удобное время и ходить когда вам угодно. Но если вы хотели бы заниматься более, знаете, командой, то вам необходимо записаться в клубы. Есть футбольные команды, есть баскетбольные, то есть зависит от ваших предпочтений и ваших желаний. Такой вопрос. Как ты думаешь, важен ли бакалавриат? То есть важно ли, где ты делаешь свой бакалавриат? Или все-таки можно не фокусироваться так сильно на бакалавриате, а все-таки делать упор на магистратуру? Если у вас в перспективах есть обучение в магистратуре, то вы должны еще с времен бакалавра, когда вы будете учиться, думать о своих оценках. На самом деле, многие американские университеты не сильно смотрят на ваш бэкграунд, да, где вы учились, а, скорее всего, они больше посмотрят, какая у вас активная жизнь была и как вы показывали успехи. То есть оценки на первом месте. То есть GPA и activities, да? Да, потому что я здесь вижу многих студентов с Кыргызстана, которые учились в обычных государственных университетах. И, представляете, здесь учатся в довольно именитых университетах. Далеко не отходя от этого вопроса, какие советы ты дашь ребятам, которые хотят поступить на магистратуру или в целом в университет США? В первую очередь, надо разобраться в себе, чего ты хочешь именно в будущем, от твоих, так скажем, желаний. Нужно именно заниматься тем, что тебе нравится. И самое главное, перед тем, как выбрать университет, нужно сделать хороший анализ, хотя бы иметь пару университетов для того, чтобы вы могли сравнить и выбрать самый лучший для себя, самый подходящий. Ну и, конечно, правильно выбрать профессию. Конечно, это самое необходимое, потому что здесь я вижу многих студентов, которые закончили не по своей профессии, им не нравится работать и, знаете, просто впахивают долгие годы, работая, не на своем месте. Многие студенты ближе к окончанию, когда остается 7-6 месяцев, в основном начинают подаваться на работу. К примеру, в моем случае я тоже начал с прошлого года, с декабря уже начинать подавать на работы, на разные стажировки. И представляете, я посчитал то, что за полгода плюс-минус я уже успел подать более 200 компаниям. И сколько из них тебе ответили? Из них мне ответили только 3. Почему так происходит? Все это происходит из-за большой конкуренции в Америке. То есть дело не в том, что у человека какие-то плохие навыки или недостаточно знаний. Нет, просто понимаете, когда люди открывают позиции определенные в компаниях, там в день могут сразу же 500 тысяч людей подать, и это обычно держится месяц, и за месяц там более 10 тысяч подаются. И, естественно, то есть шанс, то, что тебя могут взять, очень маленький становится. Но так получилось, что, слава богу, у меня было уже интервью с 3 компаниями инженерными, довольно крупными, которые у них профит, заработок более $1 миллиарда в год. Но проблема в том, что изначально, когда с тобой проводят интервью, они спрашивают: а вы гражданин США или хотя бы у вас есть грин-карта? Естественно, в моем случае я просто студент, то есть у меня F1 виза. Я говорю: нет. Они такие: извините, знаете, вот нам необходим только человек, который имеет грин-карту или гражданин, да, США. То есть им так удобнее, потому что нет мороки с документами. Да, многим компаниям американским на данный момент, когда экономика США немного провалилась, им выгоднее работать со своими гражданами или с людьми, у которых есть грин-карт.
И как ты вышел из этой ситуации? Что ты собираешься делать? Несмотря на небольшие минусы с американскими компаниями, все-таки у меня получилось взять стажировку в одной из кыргызских компаний, которая находится в США. Это одна из быстро развивающихся компаний, которая называется iTeam Group. Я подал на стажировку как IT Project Manager, и я получил эту позицию, то есть и благодаря этому летом я буду стажироваться и помогать их в IT-проектами. В какой город ты переезжаешь? Я буду, дай бог, жить в Чикаго. Уже буду столичным человеком. Спасибо тебе большое, Тима, что согласился на сегодняшнее интервью. Я думаю, у тебя все получится и хочу пожелать тебе удачи. Большое спасибо. Дорогие зрители, надеюсь, что вам было очень интересно. Подавайте в США, пользуйтесь грантами. С вами была Мариам. Благодарим нашего официального партнера «Авангард Стиль». Всем пока!